Доброе утро! На календаре 2 марта, вторник. Этот день встречаюсь с вами я, Екатерина Данилова. Можно ли в Чувашии получить сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 на английском языке? На вопрос ответили представители регионального Минздрава. Сертификат о прохождении вакцинации на иностранном языке получить можно. Изначально после прививки он будет доступен только на русском языке в личном кабинете на портале госуслуг. На английский его необходимо перевести у лицензированного переводчика, а затем заверить у нотариуса. В Татарстане прошли дни чувашского кино. Руководители Госкиностудий «Чувашкино» и «Татаркино» отметили историческую ценность события, ведь фестиваль состоялся впервые. Показы лент шли всю неделю, причем не только в Казани, но и в муниципалитетах республики, где компактно живут представители чувашской диаспоры. Среди представленных картин фильм «Наследие» режиссера Юрия Сергеева. Он повествует о необходимости сохранения и дальнейшего развития национальных культур. Лента настолько пришлась по душе зрителям, что они предложили организовать ее показы в школах. Что касается самого фестиваля, то организаторы рассчитывают, что он станет ежегодным. «Все в сад». Выставка под таким названием открылась в Чувашском государственном художественном музее. Ее подготовило фототоварищество «САД», куда входят 6 чебоксарских фотографов вместе с друзьями и коллегами из Самары, Смоленской и Кировской областей. Это не просто 10 персональных выставок, это путешествие по тропинкам общего сада во времени и в пространстве. Несмотря на закрытые сегодня границы, здесь можно путешествовать по неизвестной Америке, пройти от Кореи до Карелии, прогуляться по родному городу и заглянуть в чувашскую деревню. Но все же, какой он этот сад? Таинственный, зимний, городской или этот сад нашей памяти? Здесь нет некой такой тематики, но с другой стороны есть у каждого автора какой-то свой почерк, свой совершенно неповторимый взгляд на мир. И вот он его раскрывает. И как зайдешь в зал, там есть современный такой портрет, может быть даже ближе к живописи, и в то же время такая традиционная чебоксарская фотография там 70-х годов. Затем фотография новых совершенно авторов, новый взгляд на мир. А какой сегодня ваш сад? На этот вопрос предстоит ответить и авторам, и зрителям. Выставка в залах Чувашского государственного художественного музея продлится до 28 марта. Сразу 20 видов морских деликатесов можно продегустировать на выставке «Рыба Камчатки» в Чебоксарах. Чавыча, белорыбица, палтус, тунец, красная и белая рыба холодного и горячего копчения, а также слабосоленая, сохраняющая все полезные свойства. То, что нужно для ослабленного в весенний период организма человека. Любителям и гурманам придется по душе икра лососевых, мясо камчатского краба, который помогает бороться с дефицитом йода. Это особо актуально для нашего региона. Лично убедиться в пользе морских деликатесов можно со 2 по 6 марта на выставке «Рыба Камчатки» в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. О развитии событий в наших дневных и вечерних выпусках, а также на сайте ГТРК Чувашии и в наших социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи в эфире.